Всем привет, друзья! На улице очень жарко у нас, 30 градусов в тени, а на солнце, наверное, 40. Умка там вон на своем вольере, пока решетки нету, и вон, на привязи пока. Пока на привязи, а мы с Катериной вышли заниматься, знаете чем? Хочу в этом году попробовать такой препарат, как он называется, лазурит, да, лазурит от сорняков. Чтобы девочкам меньше пришлось чистить сорняки, а то очень много времени это занимает на картошке. И в этом году первый раз попробуем этот лазурит. Не знаю, что будет, вредно или нет. Конечно, наверное, вредно это. Ну, все-таки попробуем. Потому что в интернете очень много про этот лазурит рассказано и показано, и мы тоже сейчас попробуем. А вдруг действительно поможет, и хоть девочкам, и, там, и Маше, и Катерине меньше достанется этот сорняк дергать. Знаете, как сколько времени уходит, сколько сил в эту жару еще. Все, начнем. Вот такой препарат сначала. Мы один раз, это, наверное, будем... Так, эта пачка у нас 20-граммовая. Уф, осторожно. Значит, на 20 литров воды. Катерина сегодня химичит. Химик у нас сегодня Катерина. Сейчас разведем. И потом вот сюда, в этот 20-литровое ведро. И размешаем. Работаем в перчатках. Все осторожно, чин по чину. Соседи что-то уже, наверное, косят траву, да? Мария Олеговна сегодня тоже хочет косить траву. Так, это все перемешали. Давай сюда потом выливай в основную эту. А? Осторожно. Главное, осторожно в этом деле. И сейчас это бодягу разводим. Очень хорошо. Катерина приступила к дезинфекции участка. Лучше, чем сорняки дергать, да, Катюша? Посмотрим, что из этого выйдет. Первый год используем такой препарат. Так, теперь буду Марию Олеговну учить завести этот транспорт. Там Катюшу научил, как все делать. Она брызгает. Раствор приготовили. И теперь Маша будет завести вот этот аппарат и будет косить сегодня. Мария Олеговна, поздоровайся с нашими подписчиками, гостями. Привет. Всем привет. Вот. Ну давай. Вот этот... Сейчас покажу. Вот эту пипочку вниз отпусти и дергай. Все, ребята. Маша пошла косить. Я громко тут вчера не работал, ну, невозможно снимать. Очень громко работает косилка. Пример. Короче, все три дела. Завели пример, Маша косит. Дальше Умка, пока решетки нету. Сейчас опять меня будут спрашивать, почему в наморднике. Короче, привязь достает до земли. И она кушает песок как кашу. Она там на привязи, в своем вольере, недоделанном еще. Катерина обрабатывает картошку. Скажи пару слов, легко или нет косить? Мотоцикло. Не очень.
Руки, говорят, устают. Руки, говорит, устают. Привычки. А пила орет, не слышно. Я подошел к Умке, чтобы не скучно ей было. Крылья чуть-чуть покороче сделали и намордник опустили. Умка, как тебе? Здесь ветер обдувает тенечки, тебе должно быть хорошо. О, ветер ловит. Ничего, скоро немножко это самое похолодает чуть-чуть. Жару тоже не любит. О, это ты так будешь выть, когда будешь здесь жить, что ли, Умка? Так будешь выть, Умка? Так будешь, когда здесь будешь жить? У меня вот это окно как раз вот с вольера, да? С вольера, и окно как раз мое, на мою комнату, вот это левое окно. Я буду видеть там. Умка что делает? Пока лежит, умничка. Мария там косит дальше. Катерина сорняки. С сорняками борются. Вторая партия уже, да, Катюш? Вторая партия уже. Умка там тоже недовольная. Один я довольный сижу, лентяй, хитрый мужик, как говорят некоторые. Пила сломалась и повезли на ремонт. Не пила, а это самое. Триммер сломался. Но не сломался, там немножко что-то, кое-что открутилось и повезли там на ремонт. Там кикстартер, что ли, оторвался. Маша взяла горбушу по старинке и давай махать. Ну теперь, Маша, скажи, чем лучше? Триммером или горбушей? А? Как сказать? И этим, и тем. И этим, и тем. Ну, наверное, По-своему. триммером-то... Все по-своему хороши. Но это можно в те места, где триммером, как я это, мысли, шуше, орьедла, блин. Матысчала, ты это же места я здесь. Ну, говорит, триммером тоже есть минусы. Лучше горбушей, где там заборы, там еще что-то. Как мы здесь. Нам все орьяше, вечно. Но триммер, жилка, когда леска, она не очень страшна. А вот когда нож, да, оно опасно, когда отлетает. Вот так горбушей косили раньше, очень много косили. И это ведь сейчас, это ведь баловство, это просто чисто. Вот сейчас сегодня сено, что скосит Маша, она чисто пойдет как ну, не навоз, а на торфокомпост, ну, на компост, короче говоря. Здесь, на этом месте, после того, как вольер будет готов, компостную яму, думаю, сделать. И сюда сено. О, Умка, покушала, да. Хоть скоро решетку поставим, будешь здесь жить. Вообще, без привязи. Да, сюда принеси, а потом вольер-то закончим же когда-нибудь. Короче, все зашли обедать. Умка тоже пообедала и спать легла. Он лежит. Лежит. Там ветерок немножко, тенечек. Ушки слежат все. Непривычно, привыкла дома спать. Тут звуки всякие, все слышится. Чего привыкнет. Маша уже за грабли взялась, да? Грабли? Уже грабли, сырое сено. Сырое сено. Нам сухое пока не нужно. Для собаки сено еще успеем, а это пойдет на компостную яму. Сейчас. Уберу сразу.
Это сразу, да, сырое сено сразу Маша убирает. В кучу складывает. А раньше, помнишь, Маша, чтобы нигде это, где ни, какое там сырое сено, везде, где кусочек есть, чтобы все было скошено, коровам не хватало даже. А сейчас везде бурьяны заросли, все бурьяном заросло. Приступит почти скачет. Монте, монте, монте! Нинем, авка очни. Нинем. Микер. Юрус met вилюндиклава, Юрус. Борщаинс, мушкушаинс кот. Маша, мушкушаинс кот. Короче, у Умки в вольере сейчас начался, только что был сильнейший приступ опять. Маша занесла на руках ее домой. Вот так. Что-то не получается у нас с Умкой. Не знаю даже. Сам приступ, наверное, уже, как бы... Я потом выключился, не знаю, там попало, нет на камеру. Даже если попало, не хочется ее показывать, потому что это, страшно. Вот. Пришлось прерваться на сгребание сена с этой Умкой, блин. Последний приступ был 7 мая. А сегодня у нас 10 июня. Да? 10 июня. Ну, где-то месяц. Периодичность месяц. Но сегодня собака, были какие-то признаки. С утра она почему-то, утром почему-то долго спала сегодня она. Но потом встала и нормально так-то. Утром еще, да, покушала, но слабо покушала. Что, Но вообще не ела? Вообще не ела. Но все равно, она же бегала, она игралась, она кусалась. Огурцы покушала? Да. Огурцы, да, она жарко, да, она не очень еду, да. Огурцы вот украла со стола огурец и покушала. Маша еще говорит, Маша зашла, значит, домой, а она говорит, в своем штабе за креслом с огурцом сидит. Вот не знаю, потом, Маша, будем нет оставлять Умку-то в вольере, что-то боязно уже, блин. Но если на привязи не опасно, вот когда она на привязи, этот приступ начинается, это чтоб кто-то был рядом, потому что когда она просыпается после приступа, она дергается и может сама себя удушить. А когда не на привязи, главное, чтобы не захлебнулась слюной. Просто слишком жарко, наверное, из-за этого. Ну там тенечек же, и ветер такой гуляет. Я там постоял, да там нормально, не вот как на солнце. Если в тени 30 градусов. Но все равно он шарик-то не падает. Он и не болеет. Вот. А этот болеет эпилепсией, так что придется, наверное, как-нибудь дома держать до холодов. До холодов дома. У одного охотника у нас, вот, буквально пару дней назад разговаривали, он говорит, что собака была у его товарища. И говорит, обходили пути. Она раз, говорит, и падала, блин, вот в этом в обмороке, в эпилепсии. Точно описание под нашу Умку попадает вот эта болезнь, не знаю. И говорит, до старости так и жила эта собака. Копновоз. Я говорю, Машу, дай я потаскаю. Маша говорит, нет, говорит, я тебя, любимый, не скажу, чтоб ты работал, отдыхай, говорит, снимай. Да, Маша, да? Говорит, любимый, сиди. Я говорю, что сама?
траву скошу, траву уберу, корову надаю, молочка надаю, это самое, сметану сделаю, кефир, творог, сыр, масло. Ты, говорит, главное, сиди и смотри на меня, и люби меня. Вот что я и делаю. Сейчас вот это мешочек на тебе. На мне? А давай я и... А что, слабо что ли? Я отвезу, не вопрос. Давай на багажник я отвезу. Поставь на багажник. Ну что, положила? Ну да. Вообще не слабо. Сейчас отвезу, куда тебе надо. Куда будем ставить? Сюда, да? Да. А? Вот сюда, да? Че? Хоп! Самому. Да, сует. Ну чё, кружку молока и ложку сметаны заслужил? Нет, Маша? Заслужил? Да. Ну скажи, заслужил. Да. Чё? Магазинского молока. Чё магазинского? Козу? Козу? А может козу это самое? Спасибо, мне ничего не надо. Никакой козы. Ну давай. Из этого щена у нас молока не выйдет, конечно. Это щена на компост. И ладно. Маша продолжает сгребать щена и отвозить, ну, относить туда, на эту кучу. Барсик, он рядом с ней, тоже работает. Кумку, как уже говорил, занесли домой. Она спит, наверное, уже. Я зайду, тоже пообедаю уже. Ну, еще Маша уже обедала с котей. Я зайду сейчас пообедаю, и если еще вечером, может быть, выйду еще сегодня во двор там, посмотрим. А это уже дядя Ваня мне принес решетки, готовые решетки, заваренные для вольера внуки. Решетки, вот они, не знаю даже, надо еще разгрузить, ничего там не видать, как они, какие они, как они. Разгружаем. А в эту дверь ты, Маша, влезешь, нет? Умку кормить. Вон туда поставьте, около будки. Около будки туда поставьте. Лезешь, нет? Говорит, нет, толстая, это влезу. Вон решеточки. Пока здесь для покраски поставили. Завтра, если погода позволит, Катерина покрасит. Финальные штрихи этого дня. Уже вечер. Маша уже поливает грядки, там кабачки вроде там она сажала. И еще что-то, наверное, Маша, там, да? Кабачки, редиска, свекла, морковь. А, кабачки, редиска, свекла, морковь. Это все после жаркого дня надо полить. У нас уже вечер. А там у нас клубника. Клубника цветет, Маша, да?
Клубника цветет. Клубника цветет. У нас не очень много там и кустиков. Ну, для нас немножко так полакомиться. Клубника с холодным молоком вкусно, да, Маша? Очень любим с холодным молоком. Это, друзья, у нас уже чеснок. Грядка чеснока. Свой чеснок очень вкусный тоже. Не горький, как магазинский, как китайский. Да, Маша? Солнце, напротив солнца снимаю, вообще бликует невозможно. Я говорю, свой чеснок очень вкусный. Конечно. Звуки деревни. Что тут странного? А я вам скажу, ребята. Дети играются, слышно. Птички поют. Не слышно, как мычат коровы. Не слышно, как блеют или как овцы. Не слышно, как поют петухи. Ничего этого нет. И немножко грустно от этого. Ну вот и все. Подошли наши. Подошел наш день. Ну, день еще светло у нас, и всю ночь еще светло будет. Мы заходим домой. Целый день Маша, как пчелка, трудилась. Вышли где-то, наверное, в 10, наверное, вышли. И в 10 дня на обед там заходили, наверное, на полчаса. Маша заходила, вернее, я-то подольше там. И все время еще то на грядках, то вот чином возилась, сумкой возилась, потом на грядках вот. Катерина тоже, но она быстренько там обработала этим средством. Не очень быстро. Ну да, Ну, конечно, нужное как дело это. тоже Умка полностью там грядку у нас еще там, опрыскивать. еще не зашли, там она роет опять, не буду уже показывать. Грязнули, а все роет и роет. Вот, как и говорил, показывал, ну, раньше короткое включение делал там. Опять приступ был, но, как говорится, все равно. День заканчиваем на позитивной ноте, хоть и Мария Олеговна устала. Я-то что, я не устал, конечно. Но Маша устала, и от того, что Маша устает, я устаю 3 раза больше. Как не смешно это слышать, но вот так. Мне очень как бы некомфортно, когда Маша так устает. Надо будет шланг провести. Маша. Ну, сейчас сам, как говорится, увидел. Так я постоянно Время вижу, как что я. долго Почему я не тянется. вижу. Я это выходишь самое поливать. шланг сделаем и на поливку и будешь поливать. А сейчас мы все, заходим домой. Если, конечно, завтра получится, если там погода будет нормальная и со здоровьем нормально, надо съездить завтра на рыбалку, Маша, утром. Хочу. Часа 4-5 съезжу. Может там плотвишек на сковородку поймаю. Вот. И котам еще гостиниц надо. Ты же не против? Да нет. Может вместе пойдем? Не хочешь? Не на работу, куда вместе. Ну ладно, все, друзья. Заканчивая это видео. Все, всем пока, всем удачи. Очень много положительных комментариев получили после видео, ну, которое там с белыми ночами, где мы гуляли с Машей. Большое всем спасибо за такое доброе отношение к нам. Очень нам приятно с Машей. Всем огромное спасибо. Ну, на этом все. Всем пока. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал. Кто подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. У нас уже кусаются комары. Комары, да. Быстрее заходим Комары, домой. Всем мошкара пока. и До всё. свидания. Все.
До свидания. Всем пока. Пока-пока.